Движение – это жизнь, известное выражение, и сегодня оно становится кредо жизни многих современных людей, стремящихся сохранить свое здоровье и бодрость духа. Движение, спорт, танцы – постоянный ритм жизни нашей героини, известного в Ленске фитнес-тренера Екатерины Романовой в девичестве «Гетман». Неважно, грациозно и элегантно или молниеносно и феерично появляется Екатерина на вашем горизонте, но если она появляется, то закрутит вас в невероятном жизненном темпе. Она не просто идет в ногу со временем, а летит впереди планеты всей, внедряя самые новые тенденции в свою деятельность и творчество, которые стали неотъемлемой частью ее жизни. Целеустремленность – одно из самых важных качеств Екатерины, которое она приобрела в детстве. Ну, с самого раннего детства, детский сад, я бы не сказала, что там был целеустремленный такой ребенок. Это все в школе проявилось. А потом уже, когда взрослеющая Катя, это старшие классы и институт, уже понимала конкретную цель в своей жизни и до сих пор идет к ней. С самого детства это был послушный ребенок, во всем соглашался со мной. Школьные годы училась тоже хорошо, проблем не было. Очень много занималась в разных кружках, это в основном были танцы, танцы и танцы. Сама же Катя вспоминает такие моменты из детства, которые, как она понимает, теперь стали неким толчком в более взрослом периоде для формирования определенных качеств характера, позволяющие ей в дальнейшем добиться успехов в жизни. Хорошо я помню случай, это конкурс красоты в детском саду. Я даже точно не могу сейчас сказать, насколько он был конкурс красоты. Я помню, что у нас участники были девочки, у нас было 6 девочек, и я точно помню, что я заняла последнее место из всех имеющихся. Вызывали меня последнее, я помню, но я все равно была очень довольна. Почему-то для меня тогда это не имело никакого значения, но оно у меня как-то вот осталось, что все-таки вот я там где-то была в конце. Потом был также случай, который я помню о том, что в детстве мама с папой меня выставили на сцену, на площади было какое-то гуляние, и вот где вот выставляют детей, на какой-то конкурс, там что-то. Я тоже помню, что тогда для меня это в какой-то момент было на грани какого-то парализующего чего-то, что вот я стою, я помню, что мне не удалось, я даже не помню, что от меня было нужно, но точно знаю, что я воздержалась от этого всего. Фитнес, танцы и творческое начало – это все сплелось в Кате воедино, а первые ростки возникли именно там, в детстве. Мы занимались у моей первой учительницы, у Алены Борисовны, Богидаевой, ныне Кузнецовой. Она у нас тогда работала в культуре. И у нас была театральная студия, мы выступали на всех городских мероприятиях в качестве артистов. На Новый год мы одевались там на куртки, там какие-то костюмы выходили вот на это представление, которое предшествует салюту, на всевозможные... Вообще мы, в принципе, участвовали в мероприятиях, в которых можно было участвовать. Вот. Потом у нас была команда КВН, в которой мы тоже благополучно эмигрировали по выступлениям. И театр моды, конечно. Театр моды – это отдельная история. И Наталья Егоровна наша, которая занималась, она вкладывала в это, наверное, всю свою душу. Это было целое... это было ее детище, которое она вот взращивала в нас. И она всегда нам пыталась привить вот эту тягу, то есть показать, не просто показать, что костюмы у нас красивые, там, да, или одежду там с магазина какую-то дали. Она всегда говорила о том, что мы показываем себя. То есть независимо от того, какие костюмы, насколько они красивы, каждый показывает свою индивидуальность. Именно эту индивидуальность и развивала Екатерина в дальнейшем в себе и во всех своих начинаниях. Во всех направлениях ее работы есть своя неповторимая авторская нотка, за что ее любит ее коллектив. Она классная. Она как человек классный, как тренер, она профессионал, она постоянно учится, изучает анатомию. Это немаловажно, потому что мы все равно имеем свои особенности, и в том числе и особенности здоровья. У меня все любимые направления. Я люблю абсолютно все, потому что работа сидячая, и двигательной активности не хватает. А движение – это и жизнь, и здоровье, и фигура, и... там душевное состояние выравнивается. Она понимает, что
борьба идет через психологию тоже, то есть человек тоже должен этого хотеть и старается найти к ним подход. Ну, больше всего мне нравится то, что у нее разнообразие на ее занятиях, потому что человек привыкает к одному, ему хочется что-то поменять. Я не любитель спорта в принципе вообще и никогда не была, но со временем я научилась его любить, конечно, благодаря ей. За эти годы тренировок многие стали не просто постоянными посетителями ее различных секций, а единомышленниками. Мы успели даже немножко подружиться за это время. Я очень рада, что в моей жизни появился еще один человечек, близкий мне по духу. Сегодняшняя Екатерина – это не просто красивая внешняя оболочка, это результат ее внутренней работы над собой, результат совокупности воспитания различных социальных сфер, в которых она росла, вбирая в себя самое лучшее и нужное, на ее взгляд, для формирования целостной и самодостаточной личности. Моя семья дома мне прививала, то есть свои ценности. У нас дома они, в общем-то, преимущественно семейные, о том, что нужно, главное, заботиться друг о друге и друг друга любить внутри своей семьи и какое-то ближайшее свое окружение. А социум же, то есть так как я занималась в нескольких студиях, то есть каждый руководитель, он продвигал какую-то свою главную задачу, которая, то есть по его мнению, вела человека к успеху. Обаятельная и привлекательная – это все о ней, о Кате. Привели такую красивую рыжеволосую девочку в каком красивом костюмчике, юбка плессированная и пиджак. И она, конечно, всех обаяла сразу своим разговором, своим поставленным голосом, своей жизненной позицией. Твердый характер и самостоятельность – эти две черты у Екатерины прослеживались со школьной скамьи. Знала себе цену, и удивительно, она делала все сама. Она училась, читала, решала. На родительских собраниях всегда, когда мама приходила ее на собрание, сходили все 25 родителей. Мама, я говорю, Таня, ну у вас вопросы есть? Она говорит, нет, Кате все нравится. Нет, Кате все нравится. В общем, Кате всегда все нравилось. Выпустив свой звездный класс и отправив их в большое плавание, Алена Борисовна ушла в декретный отпуск, а оттуда в Центр досуга и народного творчества. И здесь все ее маленькие звездочки снова были при ней, уже в новом амплуа артистов. Катя у меня в первых рядах, где на подтанцовке, где на главной роли, где в Доме культуры, где петь, где танцевать, все, где постановка танцев. Она, кстати, она, наверное, класса с 8 уже, может, раньше, не помню уже. Поставить танец запросто. Все, и они так активно занимались. Все. И первая любовь. Пашка Романов. Тынь-тынь-тынь. Ну и, конечно, где красивые девочки, там красивые мальчики. И первая любовь. И красивые ухаживания, и любовь навсегда. И лонгитюд, длительное наблюдение за своими учениками, когда они заканчивают школу. Это была песня моей жизни. Ну а главная песня жизни Екатерины в тот момент была сцена. Она манила ее всегда. Хоть и концерты, они похожи один на другой, они действительно похожи. Но когда ты в предвкушении того, что ты что-то сейчас новое сделаешь, или это снова выйдешь, это вот чувство внимания со стороны людей. Но это только выглядит со стороны все легко и просто. Сцена и постоянное пристальное внимание людей к твоей персоне вырабатывает определенные требования к человеку, который всегда на виду. Это накладывает неизгладимый отпечаток ответственности за свой внешний вид, за манеры и умение себя подать. К тому же, будучи тренером, ты должен быть постоянным примером для своих подопечных. Но у Екатерины проблем с этим никогда не было. Как вспоминает ее сестра, с которой они много времени проводили в детстве и до сих пор идут по жизни рука об руку, этот человек просто рожденный стать звездой. Мы росли вместе, у бабушки проводили в деревне очень много времени. Мне кажется, Катя, она была вот прям с детства звезда. Она уже родилась с этими качествами, и это было не просто заметно, это было просто очевидным образом понятно. Она была таким очень инициативным ребенком, потому что детство у нас было без гаджетов, без интернета. То есть мы, как обычные дети, играли во дворе, чем-то мы должны были себя занимать. Катя обязательно придумывала концертную программу. Мы должны были разучить какой-нибудь танец, подготовить концерт, показать его своей бабушке. У бабушки было хозяйство, она все бросала, приходила и смотрела наш концерт. Ну а потом уже школу, всю дорогу, мне кажется, мы всегда все праздники, все мероприятия, мы всегда должны были ходить на Катины концерты. После школы поступать я хотела в театральное, но в конце концов в таком семейном совете мы решили
что профессия должна быть серьезной. И я отправилась в Сибирский университет путей сообщения на специальность таможенное дело на факультет мировой экономики и права. Свое увлечение творчеством и спортом Екатерина не оставляла и в студенческие годы. После окончания университета успела поработать в своей серьезной профессии, но поняла, что это не ее. На тот момент у фитнес-леди уже была семья. Судьбоносная встреча с любимым произошла тоже на родной земле, на турслете на Батамайских островах. Когда все собирались ехать на турслет, скажем, того коллектива, с которым мы общались, я все никак не хотел туда ехать, потому что у меня были... там свои определенные дела хотел делать, но по какой-то, я не знаю, волею судеб или чего, я тоже попал на этот турслет, но это, видимо, так должно было случиться. И с того момента мы там познакомились, и потом начали общаться, и все, дальше это просто переросло, что у нас появилась семья, родилась дочь. Именно рождение дочери определило некий рубеж в профессиональной деятельности Кати, теперь уже молодой мамы. У меня была на тот момент подруга, она говорит, я хочу там похудеть, я хочу туда-сюда. И я решила, что я возьму себе ее на домашнюю тренировку, и мы с ней постараемся этот путь пройти вместе. Формат практически персональной тренировки, потому что мы 1 на 1, максимальное количество внимания, и нам с ней удалось достигнуть какого-то результата. И тут началась новая веха в профессиональной сфере нашей героини. Я набрала группу, и, в принципе, все уже было готово, но я струсила. И первая моя попытка, она была просто такой провальной. Самокритично, но осознанно сейчас оценивает опытный фитнес-тренер свои первые шаги в индустрии спорта. Как повелось в жизни нашей героини, все знаковые судьбоносные моменты происходили дома, на родине, в Ленске. Именно поездка в гости к родителям стала решающей для Екатерины и тогда. Наверное, что-то есть в этой родной земле. Я не знаю, настолько я вернулась отсюда уверенной, что вообще жизнь-то, она только началась, я могу все, что угодно делать. В Новосибирске я работала год, у меня было 2 постоянных группы. Она же уехала в Новосибирск учиться, она училась на таможенном факультете, но вернулась она оттуда с 2 детьми. Она привезла Юлю и фитнес. И действительно, фитнес – это детище Екатерины, которое она холит и лелеет не меньше своей дочери. Возможно, потому что зародыш этого дела всей ее жизни на сегодняшний день наша героиня вынашивала с юности, опять же, со школьных лет, как вспоминает близкая подруга Кати. Она всегда хотела открыть что-то свое. Тогда, в школьные годы, в юности, мы говорили об этом как о каком-то большом бизнесе, да? То есть мы представляли себе, как пишут в книгах какие-то там, я не знаю, большие такие проекты. Со временем, конечно, немножко все поменялось, но я считаю, что она реализовала себя в этом, она открыла свое, то дело, которое несет пользу людям, она делает женщин уверенными в себе, не только женщину, и вообще, сильную половину человечества, слабую половину человечества. Она делает их уверенными в себе, помогает им обрести красоту, это очень важно. И я считаю, что да, она сделала то великое, для чего мы, наверное, стремимся каждый из нас. Яркие и уверенные в себе фитнес-дивы сегодня так выглядят те девушки, которые тренируются у Екатерины уже несколько лет. И надо отметить, интерес к ее направлению появился сразу. Изначально я работала в ЦДНТ, это было буквально пару месяцев, я сняла в аренду зал, но, к сожалению, там было очень мало часов, которые можно было использовать, а желающих заниматься фитнесом в городе было гораздо больше. И буквально тоже по таким счастливым, наверное, стечениям обстоятельств мне приходит сообщение от тоже уже в последующем женщина, ставшая моей клиенткой какое-то время, она пишет, что есть зал, можно посмотреть, приезжаем. Я помню, что мне владелец здания показывает зал, я понимаю, что даже глазам своим не верю, что здесь все есть. То есть просто как в сказке какой-то. Основным стимулом для Екатерины был потенциал ее тренируемых, горящие глаза и желание заниматься и получать новый опыт. Как отмечает фитнес-тренер, в Ленске удивительные люди, жаждущие познавать все новое. Это очень радует, потому что
Все понимают, что движение – это то, что сохранит нас молодыми и функциональными на долгое время. Но изначально я начинала только со взрослых групп. То есть у меня были взрослые, мы занимались пилатесом, растяжкой, такие силовые группы такой средней нагруженности, наверное. И потом я поняла, что я хочу то есть уже в направления такие более конкретные, то есть как-то, наверное, это направление соответствует моим внутренним желаниям, то есть то, что я люблю, и мне хочется и этому научить, и это дать моим тренируемым. Создать такую коалицию «Фитнес-леди» – дело непростое. Это не бизнес-проект по зарабатыванию денег. Здесь важен результат, а он будет достигнут во многом благодаря той мотивации, которую задаст тренер. Есть и зумба, и батуты, и постоянно какие-то новые направления. И от этого наши фитнес-леди, как мы себя называем, фитнес-дивы, приходим в зал, у женщин глаза горят, им это очень нравится, что каждый раз что-то новое. Поэтому, мне кажется, это самый большой плюс вот в этом отношении. Сегодня в ассортименте у популярного в Ленске фитнес-тренера несколько направлений в работе. Индивидуальная программа, силовые тренировки, зумба, джампинг, танцы для детей. И все едины во мнении о своем тренере. Требовательный, но справедливый и всеми любимый. Всегда очень интересно, никогда не бывает скучно с Катей. Как результат тренировок? У меня результат очень хороший, мне очень нравится мой результат. За весь период я потеряла, наверное, больше 25 килограмм. Занимаюсь уже 3 с лишним года. За этот промежуток я уже успела 2 детей родить и вернуться опять. Вот считаю неплохо. Мы сюда только не ходим за результатом какого-то там, иметь 6 кубиков или еще что-то. Ходим для поддержания своей фигуры, для здоровья и для отдыха. Я столько лет к ней хожу, я к ней привыкла, поэтому она стимулирует нас. Учеба, постоянное повышение квалификации и изучение новых спортивных и танцевальных направлений – это хобби Екатерины. Учиться, да, и мне очень нравится изучать фитнес. Это тоже, наверное, мое хобби. Потому что фитнес-индустрия, она растет просто неимоверно. Что-то создается новое, какое-то оборудование наземное, то есть подвесное. Всегда что-то есть интересное, и я стараюсь по возможности это внедрять уже в студии в своей. Последнее – это батуты. Из последнего то, что удалось сделать батуты. Любопытно, когда приходят люди, они такие взрослые, серьезные. Они заходят на батут и просто все прыгают, все такие радостные, довольные. И ты понимаешь сразу, что все люди на самом деле находятся на какой-то одной такой на позитивной волне. Джампинг – это кардиотренировки на специальных шестиугольных батутах. Такой довольно-таки легкий, приятный способ привести себя в форму. Также специалисты отмечают 16 преимуществ данных упражнений. Появление такого нового для ленчан направления в фитнесе – это результат реализации проекта Екатерины, идея воплотить в жизнь которой пришла после долгого периода пандемии. Социальной целью этого проекта было то, что занятия будут посещать дети, стоящие на различных видах учетов. Но над реализацией этого проекта мы еще пока работаем. Это был уже второй социально ориентированный проект, с которым вышла на форум «Ленский берег» молодая фитнес-тренер. Наши мечты, наши стремления иногда такие довольно такие фантазийные, наверное, что ли. И тебе объясняют люди, что какие реальные ты шаги можешь делать в своем бизнесе и как ты действительно можешь его развивать. Это был мой первый опыт участия, 2018 год. Я представляла проект Hot Iron. Это было силовое оборудование. А приятным бонусом по окончанию форума стал главный приз, который завоевала Екатерина. Это поездка на всероссийский слет рабочей молодежи в Казань. Это было, наверное, одно из моих таких ярчайших событий, где я тоже представляла там проект. Воодушевленная и полная новых идей вернулась Екатерина в Ленск. Но основные силы и заряд энергии, как признается наша героиня, ей всегда дает Родина. Это ее некое место силы.
На родной земле, конечно, работает хорошо. Во-первых, люди близкие по духу, и мне кажется, вот это вот взаимодействие, диалог как-то легче налаживается. У нас есть, опять же, поддержка предпринимательства, которая, наверное, в любом другом месте очень сложно получить. То есть я понимаю, что когда я прихожу на тот же Ленский берег, что я не одна в своих идеях, а что меня поддерживают организаторы, вот эти педагоги. То есть я знаю, что я действительно делаю какое-то нужное дело, и это очень ценно. И таких дел на счету Екатерины немало. Один из социально ориентированных проектов был ею запущен в минувшем году. Это занятия для возрастных дам. Они не очень нас напрягают, но они несут очень большую пользу в эмоциональном нашем состоянии. Мы уходим отсюда такие бодрые, свежие. Это все-таки первое такое направление в Ленске, насколько я знаю, называется коуч-йога. Йога только для возрастных. Ну, приглашены были и мужчины, и женщины. Но, как видите, у нас женщины самые активные. Занятия совершенно бесплатные. Их проводит тренер-волонтер. А все благодаря тому, что Ленск стал участником федерального социального проекта «Дальний Восток на волне жизни», в рамках которого предполагается оздоровление населения в возрасте 55+ с помощью йоги. Коуч – это именно достижение психологии, связанные вместе с древним учением йоги. Мы все время говорим позитивные установки, которые влияют не только на физическое тело, выполняя упражнения, а человека эмоционально разгружают, потому что мы живем в такое время, у нас стресса больше эмоционального, чем нежели физического. Но проект закончился, а вот участники пожелали продолжения. И начались долгие месяцы хождения по различным инстанциям. Стоит позавидовать упорству и целеустремленности Екатерины. Обратились к главе нашего района, и теперь у нас прекрасная возможность проводить регулярные занятия на базе спортзала «Олимп». Занятия, как и раньше, проходят бесплатно. Сегодня у Екатерины 2 группы полностью укомплектованы. Занимаются женщины по 3 раза в неделю. Ходили всего 1 раз, а вот когда стали ходить, чувствуется, что это самое, физически начало это как бы все подтягивается. И вообще каждый день, когда все мышцы работают нормально. Тренер у нас вообще очень, Катя хорошая такая. Хочется с ней заниматься. Когда я стала работать с людьми старшего поколения, наверное, я поняла, что я от этих занятий тоже очень много получаю. Потому что раньше для меня казалось, что есть какой-то определенный возраст, за которым очень сложно жить, наверное. И когда я смотрю на женщин, которые приходят ко мне, я понимаю, что мне бояться абсолютно нечего. В каждом возрасте есть вообще свои возможности для того, чтобы жить полноценно и чувствовать себя хорошо. То есть эти люди мне показывают, что на самом деле всегда можно радоваться жизни. Какие проекты только не воплощаются в жизнь с легкой Катиной руки. Это и фитнес-марафоны, и зумба-тусовки под открытым небом на городском стадионе, и многое другое. На модном в последние годы конкурсе красоты «Мисс Ленский район» Екатерина была фитнес-тренером. У нее очень активная жизненная позиция и очень живые и обоснованные амбиции. То есть это не просто какое-то желание, которое человек не может реализовать. У нее огромное количество идей, от самых нереальных до самых реальных, которые она реализует вот прямо на ходу. Я считаю, что вклад свой для города она делает. Ну и у нее, она человек-энергия. Мне кажется, у обычного человека вот такой потенциал на день, а у Кати вот такой. И она должна его реализовать сегодня, иначе ее просто порвет к вечеру. С удовольствием посещают танцевальные направления дети. Занимаюсь я современными танцами. Нет, она слышит детей, понимает, и если что-то просит, она может выслушать. Танцы я очень люблю. Снимает просто напряжение, снимает плохое настроение. Просто танцы как душа, помогает развиваться. Нравится
этот преподаватель, он хороший, добрый, никогда не ругает, и он всем помогает. Они танцуют в стиле хип-хопа, исполняют народные танцы, смешивают порой несоединимые танцевальные элементы. Все зависит от тематики мероприятия и вдохновения, как отмечает Екатерина. В день танцев она получила награду и, конечно, массу положительных эмоций от выступления своих воспитанников и сорванных ими оваций. Для меня всегда очень волнительно, независимо от того, первый это выход, 101-й это выход. Ну, конечно, да, это громко сказано, 101-й, но, тем не менее, у нас есть уже опыт выступлений, и каждый раз, когда мои дети переступают порог нашей, любой сцены, я чувствую, что мое сердце начинает биться быстрее, и каждый раз, когда я вижу их довольные лица от того, что дети получают удовлетворение, я всегда чувствую, что я довольна выступлением. У Екатерины две группы. Это дети в возрасте от 5 до 8 лет и от 9 до 14. Занимаюсь я 1 год, выбрала я это направление, потому что мне интересны такие эффективные, очень резкие танцы, потому что потом выступать на сцене, все будут на тебя смотреть, ты будешь показывать танцы другим людям. Хочется показать свое умение. В дальнейшем будешь заниматься? Да. Танцы – это тоже неотъемлемая часть жизни Кати. Она всегда готовит различные постановки для производственных коллективов. На какие-то профессиональные праздники в прошлом году впервые ставила танец родителей для выпускников школы. А в этом году ее стартапом стала постановка школьного вальса на последнем звонке. Это первый мой такой большой опыт постановки вальса выпускному. Ну, очень, конечно, волнительно и очень интересно, как это получится, потому что детей довольно большое количество и сжатые сроки. То есть хочется, чтобы это было интересно, как-то красиво. Ну и, конечно, хочется, чтобы вложить душу в эту работу и получить именно такой же отклик, такой же хороший. Удивительно, что при таком интенсивном жизненном графике Екатерина успевает уделять время своей семье. Дома она любящая и заботливая мама, жена, дочка, сестра. И, конечно, пример для подражания, эталон женственности и красоты для доченьки Юленьки. Мама у меня хорошая, всегда мне помогает, всегда мне красивые вещи покупает, и всегда она со мной играет. Я хочу на маму похожа. Ну а как жить с такой звездной женой, знает ее супруг Павел. Ну, можно очень коротко сказать, мы все эти 12 лет живем просто душа в душу. Ну, то есть, это тот человек, ну, я не знаю, вот он полное отражение меня. То есть, мне с ней точно так же комфортно, как и, ну, как самим собой. Свободное время и незанятые концертами праздники Екатерина проводит в семейном кругу. Все праздники проводим с семьей. Ну, молодежь, конечно, может и в своем кругу проводить, но с семьей это обязательно. Все дни рождения, Новый год, 8 марта, 23 февраля, все праздники. И День тренера обязательно отмечаем. И, конечно же, именно семья – это поддержка и опора. Это те близкие люди, которые остаются за кадром, за кулисами таких ярких личностей, как Екатерина. Но именно в них она черпает силу и знает, что дома всегда заключат в теплые объятия. И каждую ее новую идею встретят на ура. Ну, в любых начинаниях я только поддержу. Я никогда не буду против. Палки в колеса ставить никогда не буду. Несмотря на свою требовательность и строгость, которую отмечают все близкие люди из ее окружения, и даже где-то жестковатый характер, Екатерина умеет быть хорошей подругой. Она очень искренняя, она очень строгая, то есть она же не только теперь мне подруга, но и тренер, можно сказать, личный. Довольно-таки строгий тренер, то есть несмотря на мои результаты, похвалы от нее как таковой прям шикарные, каждый раз там я не слышала, то есть она всегда держала меня в узде и говорила о том, что дисциплина – это прежде всего. Но как подруга, конечно, она очень заботливая, преданная, всегда придет на помощь, всегда поддержит, подскажет, ну, подбодрит. Найти доброе и нужное слово, подбодрить, выслушать, дать совет – это тоже все про нее. С такой стороны Катю знают самые близкие и родные люди.
У нас всегда были очень-очень близкие взаимоотношения. Я могу сказать, что это, наверное, самый близкий мой человек, которому я могу доверить вообще абсолютно все. То есть мы всегда взаимодействуем. Всегда какая-то помощь, взаимовыручка. Ее девиз «Будь лучшей версией себя», красующийся на баннере рядом с ее безупречно женственной спортивной фигурой, относится не только к образу фитнес-леди. Ее философия жизни, в основе которой лежит эмоциональное и физическое здоровье, позволяет Екатерине становиться лучшей версией себя во всех измерениях.